Światłowa. Pan z wami. Czy nie poczujemy, jak w pierwszym czytaniu takim Ewangelii, że Jezus Chrystus albo Bóg dokładnie хоче nas wszystkich karmić chlebem powszednim, to jaki nam potrzebny dla fizycznej pracy, ale tak samo to, jaki nam potrzebny dla duchownych zmagań. I wtedy duchowny chleb my każdą niedzielę otrzymujemy ze stoła Słowa Bożego, a z tym ze stoła eucharystycznego. Prosimy, aby my w naszym życiu byli wdzięczni Panu Bogu za wszystko, co mają i nie narekali na to, czego może nie będziemy mieć. Wtedy świętuje mszą sprawuję za Mikołaja z nagody Dnia Narodzenia, prosić Bożego błogosławienia, potrzebnych łaskaw, opieki Najświętejszej Panny Maryi, zdrowia duszy i ciała. Для Его и семьи перепросим за все наши грехи, как мы могли wszystkim serca skłaść эту Najświętейшего wiarę. Spowiadajmy się Bogu Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя лень и великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всю Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой, і людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебя, и хвалы поем. Пане Боже, Боже небесный, Боже, Отче всемогутный,
я грешна себе, грехи и свету, принимает не наши, який справа ручайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Божа Богородица всіх, хто тебе сподіється без тебе, нема нічого моцного і нічого святого. Отули нас Твоей милосердности, научи нас мудро користаться земными добротами, как явили нас до добра вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правдущий, яки вечный. Аминь. Читання другої книги Володарства. У той день один человек пришел, звал Шалиша, и принес человеку Божьему хлеб и шарков, 20 ячменных хлебов и свежую сбожью в торбе своей. И сказал Элия: дай людям, как ели. И сказал слуга Егоны: як могу я покласть в это перед сотней человек? И он знов сказал: дай людям, как ели. Вот так, каже Пан, будуть їсти і зостанеться. Тоді поклав перед ними, і єли вони, і зосталося, поводле слова Пана. Гето слово Божие. Дякуємо Пану. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай поведают про славу Твоего владарства, и могутность Твою обвержают. Пан насичає нас удосталь. Больше всех с надеей глядят на Тебе, и Ты даешь им ежу у свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насыщаешь все живое. Пан насичає нас удосталь. Пан справедливый на всех своих шляхах и верный во всех своих справах. Близкий Пан для всех, кто Его клича, до всех, кто клича Его в правде. Пан насичає нас удосталь. Читание послания святого апостола Павла до Ефесу. Братья, молю вас я, вязень Павел,
поступать годно покликанні, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, соутерпливостью, терпячи один одного у любові, стараючись заховати єдність духа у союзі миру. Одно тіло і один дух, як і ви покликані у одной надії вашого покликання. Один Пан, одна віра, один Христ, один Бог і Отець усіх, який нас над усіми і пред усім, і во всіх нас. В це Слово Боже. Дякуємо, Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстався род нас, і Бог навідав свой народ. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час Єсус одійшов на другий бок Галілейського або Тиберіадського моря і йшло за ним мноство людей, тому що бачили цуди, які він чинив над хворими. Єсус узійшов на гору і сидів там за своїми учнями, а наближалася Пасха, юдейське свято. Коли Єсус узняв очі, убачив, що множество людей іде до його, сказав Філіпу: «Де нам купити хліба, як накормити їх?» А казав гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што збіраўся рабіць. Філіп адказаў яму: «Хлеба на 200 динараў не хопіць, каб кожнаму дасталося хоць крыху». Адзін з вучняў ягоных, Андрэй, брат Сімона Петра, кажа яму: «Ёсць тут один хлопец, і мае 5 ячменных хлябоў і 2 рыбы. Але што гэта для такога мноства?» Jesús сказал: «Загадайте им сесці, а было на тым месцы шмат травы, і сели людзі, якіх было каля 5000. Jesús узяў хлябы і, падзякаваўшы, раздаў тым, хто сидзеў, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. А калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, што засталіся, каб нічога не змарнавалася». Сабралі і напомнілі 12 кашоў кавалкамі з 5 ячменных хлябоў, якія засталіся пасля тых, хто еў. Калі ж людзі ўбачылі, які цуд учыніў Jesús, казалі: «Ён сапраўдны прарок, які мае прыйсці на свет». Калі Jesús даведаўся, што хочуць прыйсці і схапіць яго, каб зрабіць каралём, зноў адышоў на гару адзін. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Braty i siostry, czuję, że Pan Bóg przychodzi, żeby zaspokoić naszą prawdę, naszą tugu. Po czym my tugujemy? To każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Przypomnę urywek Świętego Pisania, gdzie jest człowiek, który leży возле tych бассейнов i 38 годов i czeka, jak оздоровиться. Pan Jezus przychodzi i pyta: czy chcesz być zdrowy? Czy z was nie chcą być zdrowym? Kiedy ktoś ci zmagał się 38 годов z chorobą, говорит: так хочу, ale nie ma człowieka, jaki by mógł mnie довести do tego człowieka. Вот ты сейчас для чего это? Bo kiedy człowiek zmagaється dzień z chorobą, to jeszcze zmagaється. Półgода z chorobą, jeszcze zmagaється. Ход, jeszcze zmagaється. Ale после 5 годов говорит: уже нема ничего, уже все перепробовал. Что бы мне помогло в этой хворобе? Альбо в этой справе. И 10 уже перестає змагаться. И он будет хвореть до 38 годов. Иисус Христос приходит до этого человека и говорит: ты хочешь? А я хочу человек казать. Нема человека, який мне. Не важно, что я хочу. Нема. Все другая справа, другие направку ляжу. А Пан Иисус говорит: я тебя здоровлю. Czy wierzysz w to?
Альбо глядзім другі урывак Святого Пісання, дзе Пан Jesús сядзіць у жару, у спякоту, 12 гадзіне, возле студні, возле колодзіца. Якубова, як туди приходить самаранка. Самаранка, яка прийшла зачерпнуть води. І Пан Jesús говорить: знаете, так, мела 5 любовников, а гэты, которые есть, так сам является твоим мужем. Чего ты хочешь в жизни? Чего ты шукаешь? Иисус пришел, как дать, запомнить ту, яка есть у человека по-божому. Не по-земному. Якби комусь з вас задать питання, чи справді хто хотів бути ситим, кожен з нас хоче бути ситим. Кожен з нас хотів би отримати це здоров'я, яке нам Ісус нам дає. Сьогодні ми прочитали у першому читанні, що було 20 хлібів ячменних. И этими 20 хлебами ячменными Елисей накормить сотни людей. Когда ему сказать, не хватит народу, положите пускай едут. И ели 6 народов. Чем так само прочитали, что 5 хлебов ячменными было накормлено 5000 человек. Кто-то тебе сказал: ну это в Святом Писании написано все, что ты говоришь. Покажи хоть суд такие, какие сдаются в тут таком сучасном свете. Чи есть такие? И когда отбывается суд, альбо отбывается, кого ж хочуть канонизовать, альбо квалификовать. Для этого потрібно чути. Зазвичай этот суд об оздоровлении. Для такой комиссии, как ствердить, что хтось сапраўды атрымаў оздоровление, в такой комиссии не пишутся ксяндзы, альбо хтось сказал, как епископы, а может сам Папа Римский наседает на троне и разважает, что этот суд сапраўды является судом. А для такого суда, когда это тычется здоровья, а мали все суда за причиной святых, которые сегодня являются святыми, тычется здоровья, да, заседают лекари. Сапраўдные лекари, которые имеют высшую цену лекарства. И они проверяют, стверджают, что там гэтая хвороба была по-людски невылечная. Наука говорит, что эту хворобу нельзя вылечить. А этот человек отрымал зуб, czyli записано, что nawet знак не ma, что хворел, czyli все органы, все, что там было, все має свежее новое. Здоровый человек николи не хворел. Нема никакой сказки по хворобе. Записывайте там. По-людски это немагчыма, для Бога нема справа. А тут ёсць адбыўся оздоровление, ёсць оздоровление. Отож, браты и сестры, год 1949, 25 студеня. Испания, город Оливена, парафия Марии Магдалины. Недавно его вспоминали. Есть место, где до парафии приходят бедные люди. Там заложили такую субботу, такое место, бедные люди, которые кормили парафияне, кормила парафия. В этот день была опошняя гарстка рыжи, якую господиня, яка працювала на парафії, достала, прикладно було 750 грамм рыжи. Вылила великий гарнок, кастрюлю, 10-литровую, налила воды, закипятила, бросила в это, кинула в это рыж, заправила это цибулей, морковкой, чем могла, как кистый смак. Поглядела, что это только чуть-чуть, и сказала такие слова: «О, благословленный Иоанн Масиас, да поможи, бо все погибли». И такая блякая с этой кухни вышла, оставила рыж готоваться. Когда вернулась после нескольких годин, убачила, что с этого гарнику начал выливаться рыж. Покликала мать пробовавшая, какая была на парафии. Как пришла научить, запомнили все кастрюли, какие были в парафиальном доме. А я говорю: цікаво, що робиш? Пришел наконец пробоваш в этой парафии. Убачил, что не могу назбирать их рыж, и сказал: стоп тут! И остановился, цікавый рыж. Мало того, что рыж готовался 4 годины, и он не разготовался, он был свеженький, тверденький, хорошенький. Браты и сестры, суд, який відбувається. Мало того, этот суд послужил до канонизации сегодня святого Иоанна Матиаса, доминиканина, який
які працював колись у ПРУ і займався бідними людьми. Мало того, гэтыя два зернышки сегодня так само есть для отцу, які потом как конгрегация до справ канонизации оставила себе на памятку, что такие цуд отбылся. Это не только, братья и сестры, в Святым Писании такое может отбываться. Мало того, ксёндз Пробаш той парафии засведчыў, што калі накормили тады 154 человека, что калі чэрпаў рыж з гэтай каструлі, то ў ём не ўбывала рыжу. Заўжды норма рыжу была. Немагчыма? Магчыма. Для человека немагчыма. Для Бога нема рэчаў немагчыма. Так навошта Иисус Христос сегодня размножает хлеб? Как заспокоить наш голод духовный? Как показать, что то, что вы молитесь, так само ваша молитва будет выслушана. Один законник имел хворобу такую, что одна нога у него была чуть короче. Имел такие ботинок ортопедический, который был трошки выше, как было ровно ходить. Подчас одной молитвы об оздоровлении просил Пана Бога, как оздоровил его. И подчас этой молитвы он отчул себе что-то стильное, что выдается, что оздоровился. Але, коли ходил в дальнейшем часе, отчувал еще больше боли в этой ноге. Пошел провериться до лекаря. Лекарь сделал все проверки, все анализы, что можно было проверить. И объявил этому законнику: ведаешь что? У тебя другая нога такая сама здоровая, как первая. Она имеет такой самый взрост, ни миллиметра не розница. Ты здоров. А болит тебе нога, потому что ты забыл снять этот ботинок. Справа справа. Так это было с Богом есть. Бог, який хоче зробити цуд. Але чи ми віримо, що цей цуд здійсниться нас? Пан Бог говорить: прийдіть до мене і беріть, що хочете. Не хочете. Іде заяць праз лес, і тяне лядовую на собі. Спотыкає його, Лев спрашивает: заяць, ти откуда маєш эту лядовую? Ой, Лев, не поверишь. Был я у медведицы. Тая обмылася, вычесалася, обфукалась перфумами розными наилепшими. Положилась и говорит: заяц, бери, что хочешь. Я за холодильник. Не утекайте. Братья и сестры, нам Бог хочет что-то большее. Нам об этой штуке земные этой справы учим. Это земные речи, какие. Бери, что хочешь, говорить. А мы так только поможем, как тут такая прийти здоровее. Поможем тут. Ну, так мало. Хочешь, не начала? А мало. Не умеем. Ты несешь стольки, тогда мы тебе стольки. А с этим рыжим. Да и с этим хлебом размножения. Еще осталось 12 пашов. И когда рыжим предшествовалось, там едет сколько. Але осталось, что все наели совершенно было. 750 грамм, а вышло с 20 мужиков. Не верю. Я не лечил, не знаю, не читал. Никто не важен. Это было людей. Мы так само голодные духовно. Как мы из этой сегодняшней иши вышли трохи больше сытые Божьим Словом, а так само сытые нашей верой и надеей, что и цуд, братья и сестры, у твоем жизни так само есть, будет, а может уже отбылся, а также я хочу его убавить и принять, и поверить, что залежит от тебя. Его одинакового проявлялся на нас. Творителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и противного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца наружного, первосвященника веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не скорого, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девой Марии,
и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, святить праворуч Отца, и знов придя в славе, судить живых и померлых, и обладать не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, веки Зайца и Сына походите, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял прасхару, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Умацование Духом Святым вознесем правость Иисуса Христа, супольные молитвы и просьбы за Бога Отца, молимся за Святый Костел, как Он давал сучастному свету при благодетности и любови, Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. нашу вечную, как про заступництво святых нашей земли, на Крымову Божию допомогу и благословение, Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. христианские семьи, как свою едность и моц Духа и черпали супольного удела в Евхаристии, Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. людей, которые находятся на odpoczynku, как они обновили свои силы и умацовали веру, Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Николая, с нагоды дня народжения, просим Божьего благословения, потребных ласков, опеки Наисвятейшей Панны Марии, здоровья души и тела. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За нас собранных калял Заравана, как встреча с Христом в часе Святой Мши содейничала нашему собравному духовному возрастанию. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Бога, дякую Тебе, что Ты нас выслуховуєш, несменно дорогой своей любовью, брат Христа, Пана нашего. Аминь. Христос Молитесь, как мою и вашу я принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийняв яру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пусть благослови Божа привидари, яке ми Тебе складаем з того, що дякуючи Твоїй щедрості отримані. Нехай производ Твоей ласки, которая вяра светить наше земное житье и приведи нас до радости вечной, крас Христа Пана нашего. Аминь. Адам с вами. И с Духом Твоим. Укровору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Он это исправляет. Справды одна это и справедливо, скучно и неизбавительно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, Богом зритости до грешного человечества народився с Панны
Mary. Wraz z Twoją boku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz Twoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, z усіmi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi uskrykaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму в єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти такие дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муку, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, kładał swoim uczniom, każący: «Bierzycie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры, Обвящаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чаяем Твоего преступления. Wspominając śmierć i związek powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовью и разум с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї отошов з этого світу, і дозволь їм убачитися Твого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее ранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном, Павлом другим, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які сподвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все, який вечный дар. Аминь. Молимся, дай Царя Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святись
Хлеба нашего свободного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебя, Пanie, змал нас от всякого слога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и притча Спасцы нашего Иисуса Христа. Бог и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, як на меру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой помагання, хай завсёды буде з вами. И с духом твоим. Дайте ближнему знак супокой. Ранку Божий, які береш на себе, грехи і силу, змилуйся над нами. Ранку Божий, які береш на себе, грехи і силу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, а дари нам супокою. Будь бараnek Boży, Boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Євоною. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. 242. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Божие, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Аллилуйя. Там, где есть
Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное. Молимся. Ани наш Боже, мы приняли наисвятейший сакрамент вечный воспомин муки Твоего Сына, ученикам Кафедры, яко невыказной любови восприял нашему славлению крас Христа Пана нашего. Аминь. Объявы 29 ливня полетела вспомин Святой Марты, Марии и Лазара. 31 ливня ущерб вспомин Святого Игнация Лайоли, пресвитера. Pierwszy raz w nim uczestniczył w Świętego Alfonsa Marii Legora, biskupa i doktora Kościoła. Сегодня, после каждой святой мши, благословляем транспортные сродки. Rozpoczynając miesiąc żniwień, jakim tradycyjnie молимся o intencji twierdzości u naszych семьях i naszej батьківщині. Наприкінці знаходиться астральний конфесіонала картка, на якій можна записатися і ахвяровать месяц твердости, можно 3 месяца написать, можно полгода, можно целый год, а сложить такое обещание Пану Богу в интенции, как было меньше алкоголизму в нашей айчине, может, в наших семьях, в наших близких, как больше средства каждый из нас мерковал в этом свете. Евхаристия один пробаш, собралась вся парафия и говорит так само там такая карточка была сзади, и говорит так, ну, месяц трезвости начинается, ну, наибольшие пьяницы и алкоголики, записывайтесь. Пусть мы, как подать выбор, пусть мы с ксензом викарием уже записались. Наибольшие пьяницы и алкоголики. Это еще так, что он дома, такие анекдот, ну, они это сопроводы, как якусь интенции, что с тем можно было выкрасить, так само, что с тем от себе тоже дать. На этом тыкве преподаем первый четверг, месяца день молитву о новых покликаниях до службы святоранской законной, первая пятница, месяца день молитвы ударная святейшего сердца Иисуса, и суббота день молитвы обязательного сердца Матери Божией. Кожний день нашей парафии каплицы триває адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті. Дякуємо за скерування на будову святині, за спів я правду літургічну, за прибирання каплиці і тих, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей. Помолимося за Олександра, за батьків, їх родственників з нагоду зросту, так само за Миколая з нагоди дня народження. За нас, за добродеїв хвіротавців нашій владі, так само mnożych добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності, за нас, долучаючи кожного по особку опеці Матері Божої Божанцової Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не подражай молитвам нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, Упание наше, опекунка наша, содержальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что вы приходите. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правдой, радостью и спокою. И в вашем житии отбудется цуд. То не один, поверьте в это. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный,
Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас у змаганні, будь нам оборони, сурость спокуси і пастей Слова Духа, покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть дуснують по світі. Амінь. Добрый Боже, Ты за отцовскою опекою хлопочешься про свое створение. Выслухай наши просьбы и одари своим словом здоровьем души и тела, как они могли выполнять свои обовязки и наприконцы земной пилигримки могли вернуться до Тебя. Просим о благословении тех, кто будет користаться этими транспортными сроками. Боже, Ты мощью Своего Слова створил свет и дал человеку владу над всеми створениями и силу удосконаливать свет по одномеру Твоей воли. Благослови эти транспортные сродки, которые являются пленом человечей мудрости и працы, как они служили добру людей, их працы и отпочинку. Про заступництво Святого Крыштыпа одари разважливостью всех, кто будет користаться ими. Нехай осторожно и беспечно проводят свои подорожи и клопотятся про безпеку інших людей. Нехай у дорозі завсёды не сподорожничає Христос, який з тобою живе і владарить на віки вічні. Заспіваємо пісню на здачу. 216. Бога вечна, прославляют устны мои, полнозвучно святая. Аминь. Бога вечна,